К хейту я готова открыто и хейт. Это тоже, ну, как испытание. Я принимаю это как испытание не более как для себя, так и для этих людей, потому что этим людям тоже потом надо будет ответить за свои слова. Даже сейчас, когда этот хейт как-то проявляется, а проявляется он каждый год, то есть не эта тема, так другая. Окей, есть, возможно, какие-то негативные отзывы, их, возможно, форсят. И форсят, скорее всего, те, кто не попали на это мероприятие. И отзывы эти пишут тоже те, кто не попал на мероприятие. Но для нас, как для организаторов, самое важное то, что пишут те, кто был внутри. Вот ко мне пришла история о девушке вчера или сегодня утром. Могу и прочитать, в принципе, приложить, это не важно. Но в ней она говорит о том, что вот именно побывав на этом мероприятии, она настолько зарядилась иманом, что задумалась о том, чтобы покрыться и замотивировалась изучать ислам. Потому что Рамадан — это месяц как раз-таки испытаний, которые Аллах нам направляет, когда шайтан закован в цепи, да, с точки зрения именно религиозного восприятия. И мы боремся со своей горделивостью, мы боремся, не боремся, мы проявляем терпение в каких-то ситуациях. То есть Аллах направляет нам какое-то испытание, а как мы его пройдем, это уже как бы наш урок, потому что весь Рамадан, он в принципе направлен на то, чтобы проявлять все свои лучшие качества, принимать, содействовать, помогать, сочувствовать, благотворительствовать, да, чем мы, в принципе, занимаемся в рамках этого проекта. И когда приходит такая обратная связь, это не обидно, это в большей степени я осознаю, что кровь молодая, горячая. Я здесь просто вот полагаюсь на Всевышнего и действительно верю в то, что все вот эти пути, да, друг к другу, они не просто так. И то, что люди говорят, и как нас испытывают, даже вот эта вот обратная связь, именно хейт, это тоже, ну, как испытание. Я принимаю это как испытание не более как для себя, так и для этих людей, потому что этим людям тоже потом надо будет ответить за свои слова. Но здесь я все-таки больше это, наверное, действительно списываю на молодость, на горячесть. У меня есть еще одна обратная связь, которую я тоже вообще без проблем могу приложить, скрином показать так на телефоне. Мне написала одна апа. Она написала мне перед ифтаром, написала настолько искреннее письмо, что я ее вписала в список своих гостей. То есть мы сначала же формируем список своих гостей и имеем на это право, потому что, ну, как бы мы в это вкладываемся. И, наверное, я имею право пригласить маму и каких-то людей, которые действительно растрогали мое сердце. И она записалась всей семьей. Сколько-то дочерей, сестер, детки на руках у них были. И с таким уважением они отнеслись вот ко всем моментом, связанным с мероприятием. То есть я сказала, что мы места отдельно только от 14 лет предоставляем, и поэтому как бы уж детки на руки. Они действительно взяли на руки, ни слова не сказали. И потом еще апа на татарском записала мне огромное сообщение о том, что ей очень понравилось, что она прям очень благодарна и хотела бы еще на следующий год прийти. И для меня вот это важнее, то, что я вижу вживую эти искренние эмоции, когда меня держат в объятиях, я уже прямо, и мне это говорят, то есть этот поток, он прямо льется, вот этой благодарности, и это гораздо больше заряжает, чем, то есть каждый человек излучает то, чем он заряжен. Вот если ты заряжен любовью, если ты заряжен, каждый отвечает сам за себя, и в исламе есть такое понятие. Оно пришло прямо перед ифтаром, и, возможно, это и есть мой урок. У нас читала Коран Махьянова, да, Айгуль. Она как раз вагаз прямо за день, за два до про ахляк, путь к краю. Там 4 момента было. Первое. Говори благое или молчи. Второе. Не гневайся. Третье, делай для своего брата то, что ты хотел бы для себя. И четвертое, не совать свой нос в чужие дела. Если ты это примешь, не просто услышишь, но и постараешься реализовывать в своей жизни, то ты, иншаллах, попадешь в рай. И меня это так зацепило, что действительно сегодня, возможно, минутка была какой-то обиды, злости, но я также запомнила из этого вагаза, что ты можешь погневаться, но действительно мы должны выгрузить свои эмоции. Но никогда не принимай решений из этой эмоции. Самое главное во всей этой ситуации то, что это мероприятие, оно проводится 7 лет. В формате фэшн, который всех так сильно задевает, он проводится 4 года. К хейту я готова, открыта, и на самом деле очень легко оценивать, когда ты сидишь, кушаешь, тебя бесплатно пригласили,
из самых добрых побуждений угостить. Накрыли столы по максимуму для того, чтобы этот вечер стал исключительным. А когда ты внутри организации, и ты должен впустить, посадить 1000 человек, их накормить, организовать для них программу, звук, свет, все технические моменты решить, которые даже ты решить не можешь, потому что ты не электрик, и порой бывают действительно какие-то скачки напряжения, потому что это колоссальная нагрузка идет на вообще всю площадку. Ко всему прочему, ежегодно Радик Абдрахманов, он очень старается, и он накрывает не на 1000, потому что он знает, насколько это ажиотажное мероприятие. Очень часто бывают гости, которые приходят не по списку, с детьми, могут плакать у входа. Я такого не выдерживаю, это Рамадан, и мы впускаем таких гостей, мы стараемся их посадить, если не посадить, мы делаем такие... В этом году вот Радик это предложил, сделать столики коктейльные, чтобы хотя бы была вода, финики, фрукты, там что-то хотя бы перекусить, если людям настолько принципиально присутствовать на этом мероприятии. А у нас были прямо комментарии, где люди писали, что попали, но место не успели занять. И они просто с водой весь ифтар сидели просто потому, что им настолько понравилась атмосфера и люди. Потому что был же однажды ифтар по сунне, где давали только воду и финики. И при этом люди не предъявили никаких претензий. Очень многих триггерит слово фэшн, но оно не направлено на то, чтобы именно сам ифтар называть модным. Мы в рамках ифтара именно пытаемся показать женщинам, как можно одеться, если ты покрылся или собираешься покрыться и переживаешь, что ты не сможешь вот влиться в эту историю. У меня такая история просто была с мамой, когда она покрылась, она была светским абсолютно человеком, и у нее... Она немного потерялась вот в первый период. Как сейчас помню, я просто помню, у меня мама, она ярко одевалась, красные платья, леопардовое пальто, и настолько это все изысканно, тонко она чувствовала. А потом у нее был период, когда действительно немного ушла в себя. Потом это было у меня. Вот как я говорила в своей речи, в 15 лет я покрылась, и как сейчас помню, это был 1 сентября, традиционно девочки пошли гулять, а я в платке в этот день была, открываю гардероб, мне ничего. Ну, что я бы могла собрать, правильно, это первый день, ты и так на стрессе. Я поэтому красной нитью всю свою жизнь понимала, что как-то вот именно вот в этом плане я бы хотела поддержать, помочь женщинам. Не только подростков, но и взрослых женщин, да, потому что ислам принимают абсолютно в любом возрасте. И альхамдулилля, что сердце открывается. И поэтому... Вот это намерение, его, конечно, пытаются интерпретировать по-другому, да, там модный ифтар, гламурный ифтар, какие уже слова только не использовали. Мне не обидно, потому что я прекрасно знаю, что у меня в сердце, я прекрасно знаю, что в сердце у моей команды, в команде у меня только близкие друзья. Мы этот проект создавали для всех. Он для всей России, и не только России. Мы, когда границы были открыты, приглашали гостей из других стран, которые содружественны нашей стране. В этом году у нас приезжали делегации из Дагестана, из Москвы. Это видно и по репостам, это видно, ну, то есть невооруженным взглядом можно посмотреть список. С Грозного у нас, да, была блогер Рейна Алиева. И дизайнеры с Нальчика, Карачаево-Черкесии. Если бы мы вели программу всю на татарском языке, да, вот там, кстати, был про язык, то, к сожалению, я думаю, большинство гостей, оно бы, возможно, даже раньше ушло, либо сидело бы из уважения, но, к сожалению, мы бы с неуважением отнеслись к ним. В каком плане? Национальную историю я показала, я пригласила. Однажды я была на ифтаре просто в Челнах, увидела вот этих лебедей в татарских нарядах. Я поняла, что это настолько эстетично, вкусно, красиво, тонко, что я их из Челнов пригласила в Казань. Мы оплатили все, трансфер, питание, чтобы они вот только приехали к нам. Вот эти крылья, мне показалось, что это прямо раскрывает нашу тему, вот именно женской легкости. И мы пытались это проявить через оформление. То есть у нас девушка, которую мы рисовали, во-первых, по исламу мы учились, чтобы у нее не было глаз, поэтому только линия, то есть они закрыты. Мы отрисовали с дизайнером, я лично просто за каждой этой деталью слежу, татарские орнаменты на платке. То есть мы в любом случае каждый раз показываем нашу причастность к республике, что этот проект создан именно здесь. Но при всем этом он создан для всей России, для любой мусульманки, потому что, как мы знаем, в исламе вот эти рамки национальности, рамки возраста, расы, они все стираются. Религия, она для всех равна. Мы в ней равны и классово, и расово, и вот во всех понятиях. И поэтому также, когда говорят вот о втором этаже, что он VIP, он не VIP.
он для тех, кто участвует непосредственно в программе и финансово в нее вкладывается. Именно на эти финансы после мы организовываем это мероприятие, мы вкладываем их в столы, мы вкладываем их в фотозоны, фотографы, видеографы. То есть все то, что после мероприятия еще целый год создает настроение, мы делаем благодаря как раз-таки пакетам, которые оплачивают партнеры, бренды показа, маркет. И именно поэтому для 1000 гостей это абсолютно бесплатно.